С обзором самых заметных событий прошедших дней в эфире Абхазского телевидения информационно-аналитическая программа «События недели». В студии Ирина Аршба. Здравствуйте. Депутаты Народного собрания парламента Абхазии создали парламентскую комиссию по изучению вопросов экономической эффективности и экологической безопасности, геологоразведки и добычи углеводородного сырья на территории Республики Абхазия. Такое решение было принято на очередном заседании сессии парламента в среду, 20 марта. Кроме того, депутаты рассмотрели еще 12 вопросов повестки дня. В их числе законопроекты о внесении изменений в закон Республики Абхазия о международных договорах, в Уголовный кодекс Республики, в Конституционный закон о судебной власти и другие. Подробности в репортаже Саида Джерсалия. В начале заседания сессии парламента депутат Алмаз Джапуа предложил рассмотреть во втором чтении предложенный им проект закона об увеличении допустимого процента тонировки стекол автотранспортных средств. Речь идет о разрешении тонирования стекол до 70%. Следует отметить, что по действующим правилам разрешено только 30% тонирования. Хотя законопроект был принят на прошлом заседании большинством голосов в первом чтении, на этот раз данный проект не получил поддержки депутатов. 11 народных избранников проголосовали за принятие такого решения, 18 против. Следующим вопросом повестки дня депутаты внесли изменения в закон Республики Абхазия о международных договорах. Депутаты проголосовали за новый порядок ратификации всех международных договоров в парламенте республики. Как вы помните, данный проект был принят на первом чтении заседания сессии 22 февраля 2019 года. Проектом предлагается внести изменения в закон, изложив часть 1 статьи 28, регламентирующую следующие нормы. Что все изменения и дополнения международных договора Республики Абхазия, ратифицированные Народным собранием, должны проходить установленный настоящим законом порядок ратификации международных договоров. По данному проекту правовой аналитический отдел дал заключение о соответствии его Конституции, правилам юриdiко-технического оформления, иным законам, действующему законодательству. По проекту комитетом проведено голосование и принято решение рекомендовать Народному собранию принять данный проект во втором чтении. Депутат Рауль Лолуа представил на рассмотрение парламента законопроект, в соответствии с которым в Уголовный кодекс Республики Абхазия вносятся изменения, а именно статьи, предусматривающие наказание за нарушение территориальной неприкосновенности Абхазии, заключение антиконституционных договоров и ведение антиконституционных переговоров, шпионаж, поступление на службу в иностранную разведку и публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности республики. Все статьи серьезные. Мы тем самым укрепляем наш уголовный кодекс, защищаем наше государство от разного рода интерпретаций или каких-либо действий, которые может грозить безопасности нашего государства. По данному законопроекту были высказаны разные мнения, в том числе и специалистов. Сказать, что, если можно к такому проекту сказать, пробежались. На самом деле я согласна, что эта статья, надо ее доработать, потому что здесь пересекаются полномочия президента, кто может передавать государство, целое государство. И так вот одной фразой расписать, конечно, я думаю, неправильно, надо над этим, я думаю, поработать еще. В итоге депутаты согласились с мнением о том, что проект закона необходимо доработать. Парламент Абхазии также установил размер госпошлины за вид на жительство и разрешение на проживание иностранным гражданам. Поправки в законопроект о государственной пошлине представил представитель президента Абхазии в Народном собрании Дмитрий Шамба. В законе о государственной пошлине, который был принят ранее, до закона еще о правовом положении иностранных граждан, размер государственной пошлины за выдачу разрешений на проживание не предусмотрен. Хотя закон о правовом положении иностранных граждан отсылает к закону о государственной пошлине. И предлагается в новой редакции изложить подпункт 7 пункта 6 статьи 4, это за выдачу вида на жительство установить 10 минимальных размеров оплаты труда. И за разрешение на временное проживание также 10 минут, то есть 600 рублей. В итоге законопроект был принят в первом и втором окончательном чтениях. В
первом чтении депутаты внесли изменения в некоторые законодательные акты в сфере исполнительного производства. Законопроект также представил Дмитрий Шамба. Документ предусматривает введение в ряде действующих статей принудительного исполнения судебных актов. В частности, предлагается внести ограничения на выезд должников за границу, принудительное освобождение объектов коммерческой недвижимости. Кроме того, судебные исполнители наделяются новыми полномочиями. На заседании сессии парламента депутаты вновь вернулись к вопросу добычи углеводородного сырья на территории Абхазии. Депутат Рауль Лолуа вынес на рассмотрение депутатов проект постановления, согласно которому он предлагает поручить Конституционному суду Абхазии определить правомерность заключенного с нефтедобывающей компанией Апсна Ойл договора и соответствие его Конституции Абхазии. Здесь два пункта. Первый пункт – обратиться в Конституционный суд Республики Абхазия с запросом толкования статьи 5 Конституции. И второй пункт – это принять запрос Народного собрания также в этой части. Считаю, что мы должны именно в таком правовом пути идти, и Конституционный суд должен нам разъяснить, было ли или не было несоответствие Конституции закона о недрах. Я так знаю, что здесь же сейчас в парламенте планируется создание комиссии по изучению эффективности и так далее. Это никак не противоречит, это никак не мешает направлению в Конституционный суд. Конституционный суд дает свое толкование, свое заключение нам даст, правовую часть даст, а уже комиссия, наверное, сделает свои выводы об эффективности, целесообразности и возьмет, наверное, на себя и экономическую часть. Давайте этот вопрос сами сначала ответим. Если мы не сможем, давайте обратимся в Конституционный суд. Это первое. Второе. Мы обратились в Генеральную прокуратуру. А тут у нас еще ответа нет. Мы создаем сейчас комиссию. Комиссия еще свое заключение не сделала. Куда мы торопимся? В итоге депутаты создали парламентскую комиссию, которая займется изучением экономической эффективности, экологической безопасности, геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья в Абхазии. В комиссию вошли 12 депутатов Народного собрания. Председателем был избран руководитель профильного комитета Астамур Тарба. Комиссия должна завершить работу в течение 30 дней со дня принятия данного постановления. Саид Жарсаля, Ильдар Дамиров, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. 21 марта отмечал свой день рождения президент Республики Абхазия Рауль Джумкович Хаджимба. Рауль Хаджимба родился 21 марта 1958 года в Тхуарчале. 24 августа 2014 года на состоявшихся внеочередных выборах президента Рауль Хаджимба одержал победу в первом туре. Официально вступил в должность президента Республики Абхазия 25 сентября 2014 года. Рауль Хаджимба, четвертый президент Республики Абхазия, свой день рождения глава государства провел, как обычно, на рабочем месте. С днем рождения Рауля Хаджимба поздравил президент России Владимир Путин. Примите искренние поздравления по случаю вашего дня рождения. Тепло вспоминаю наши прошлогодние встречи в Москве и в Сочи. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с вами и тесной совместной работы по развитию отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Абхазией, отметил в частности в своем поздравлении Владимир Путин. Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба поздравили с днем рождения премьер-министр России Дмитрий Медведев, президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, президент Республики Арцах Бако Саакян, президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. С днем рождения президента поздравили также спикер Народного собрания парламента Абхазии Валерий Кварчия и политсовет Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии». Государственная телерадиокомпания Республики Южная Осетия отметила юбилей. 25 лет назад, в 1994 году, состоялся первый выход в эфир телерадиокомпании «ИР». Уже четверть века коллектив, как одна большая семья, работает над развитием телерадиокомпании, создавая новые проекты и совершенствуя свою работу. В честь юбилея в Цхинвале в киноконцертном зале «Чермен» состоялось торжественное мероприятие. В его рамках состоялось награждение лучших работников государственной телерадиокомпании «ИР». Особенно приятно, что в числе награжденных и наш коллега, оператор абхазского телевидения Роберт Ломия. Указом президента Южной Осетии Анатолия Бибилова он награжден медалью во знаменование десятилетия победы в Отечественной войне народа Осетии. Смотрите репортаж, подготовленный нашим корреспондентом Ланой Абшилава.
Добрый вечер, уважаемые телезрители. Ровно четверть века назад, в марте 1994 года, состоялся первый выход в эфир телерадиокомпании «ИР». Новый телевизионный канал был объединен в одну структуру с радио, вещающим на территории Южной Осетии с 50-х годов прошлого столетия. Сегодня ГТРК «ИР» успешно справляется с главной задачей по информированию населения. Говорят, отличительной чертой информационной политики телекомпании являются тематические программы для широкого круга зрителей. Но свою экскурсию по телерадиокомпании мы, конечно же, начали с главной редакции любого телеканала. Здесь у нас корреспондентская. Информационных программ. Да, здесь у нас сидят все корреспонденты, все журналисты. Здесь у нас святая святых. Вот и сейчас возьмем у девочек интервью. Ирина Габараева, звезда местного телеканала, ведущая. Ирина Габараева – одна из первых, кто переступил порог телеканала «ИР». Ее лучшие годы прошли в этих самых стенах. Вот сколько лет телевидению, столько лет и работаю на телевидении. Все 25. Почти со дня основания. Конечно, все радости и все неприятности мы делили. Были суровые времена, всем известно. 90-е годы были очень суровые. Без удобств, без тепла, без зарплаты работали. Но все же работали, потому что люди, которые приходят на телевидение, у них роман начинается сразу. Они уже как бы становятся неотъемлемы друг от друга. И так же и я. В то время, когда женская часть коллектива отношения с телевидением ассоциирует с красивым романом, мужская часть определяет им более суровые позиции. К примеру, выпускающий режиссер телерадиокомпании «ИР» Алан Кадоев на всю жизнь запомнил свой первый рабочий день. Первый раз пришел работать сюда учеником, мне это сильно запомнилось. И у кого я был учеником, он меня здесь оставил. Говорю, я скоро приду, через час фильм закончится. Я жду, час заканчивается, уже 5 минут осталось, нет его. И я как-то сам с ошибками так выкрутился. Что вы дали в эфир? Чем вы решили заполнить? Я тогда не помню, у меня была программа или нет, но у меня диски точно были. И я просто поставил стоп-кадр, чтобы вообще черного фона не было. И поменял диски, так пустил эфир. Когда есть что пустить в эфир, конечно, сообразишь, как выкрутиться. Что не скажешь про тех, кто сам готовит материал для эфира. Тут ответственность совершенно иная, и выкручиваться никому не дозволено. Как и на любом телеканале, на ГТРК «ИР» новостная служба самая оперативная. Но и им традиционно всегда не хватает для завершения работы каких-то 5 минут. Мы торопимся, готовим новости, так что не мешайте нам. Конечно же, не мешаем. Идем дальше. В аналогичном режиме проходит работа и шеф-редактора службы новостей. Да, быстренько готовимся, где просматриваем тексты, готовы материалы и уже скоро в эфир, да. Работа телевизионщика – это постоянное движение, в котором живет целый коллектив как единый организм. Тут исключен принцип «сам за себя». Здесь каждый составляет частичку общего. Добрый вечер, вы смотрите информационный выпуск «Сегодня». Мы работаем в прямом эфире в студии Ольга Цхавребова. И вот основные темы к этому часу. Цхинвал – маленький город, в котором событий не так уж и много. Но работники канала ежедневно стараются готовить для эфира не меньше 5-6 репортажей. Политика, экономика, социалка и, конечно же, тематика. Как признается руководство канала, развлекательных программ пока мало. Но этот пробел качественно восполняет ИР-ФМ. Я сегодня с вами в третьей смене. Зовут меня Залина Габаева. И чем мы сегодня с вами будем заниматься? Как обычно, мы с вами слушаем музыку, мы с вами слушаем много интересных и разнообразных рубрик, которые подготовили наши ведущие. Редакция радио «ИР» небольшая. Но, как говорится, мал золотник да дорог. Нынешний редактор ИР-ФМ Фатима Турманова проработала и на телевидении много лет. И ей, конечно же, есть чем сравнить. Где интереснее? На радио. Я надеюсь, телевизионщики меня простят. Это, конечно же, как первая любовь к телевидению. Я вам объясню, почему. Дело в том, что радио более массовое.
как это не покажется странным, потому что, ну, ни для кого не является секретом, что телевидение у нас смотрит очень мало. Везде его смотрит мало, его вытесняет интернет, когда онлайн любой человек может забросить информацию. Смотрят в основном в районах, в сельских, что всегда интересно, что происходит по республике. Там, где все-таки выход в интернет пока затруднителен, смотрят. Ну и смотрят, как правило, всегда смотрели наши там чиновники. Что касается чиновников, по их мнению, время телевидения еще не прошло. На торжественной церемонии празднования 25-летия ГТРК ИР глава Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов отметил, что несмотря на коррективы, которые вносит время в нашу жизнь, телевидение занимает главенствующую роль в работе СМИ. Ваша работа бесценна. Бесценны те кадры старые, которые снимались. Бесценно то отношение и любовь к своей профессии, которую вы испытываете, которую показываете нам, зрителям. И, конечно, всенародная любовь, которая сегодня есть к нашей телерадиокомпании, она вдохновляет вас, она дает вам новые силы, новые творческие возможности для того, чтобы удивлять каждый вечер наших телезрителей. Вам огромное спасибо. В рамках празднования юбилея телеканала Анатолий Бибилов наградил государственными наградами заслуженных работников телерадиокомпаний, а также коллег из Северной Осетии и Абхазии. Отрадно отметить, что среди награжденных оказался и наш коллега Роберт Ломя, удостоившийся медали в ознаменовании десятилетия победы в Отечественной войне народа Осетии. Также указом президента Южной Осетии государственной награды удостоился бывший директор абхазского телевидения Гурам Амкваб. Как и принято, в праздничный день работники телеканала принимали многочисленные поздравления, в том числе и от коллег. Не осталась в стороне и абхазская гостелерадиокомпания. От лица генерального директора Роланда Бганба на торжественном мероприятии был зачитан поздравительный адрес. Желаю коллективу ГТРК ИР благополучия, новых творческих идей и, конечно, безграничной любви телезрителей. Пусть ваш повседневный труд будет востребован и оценен по достоинству в мирной и братской для Абхазии Республики Южной Осетии. Примите, пожалуйста, дар. Это замечательный картина очень популярного в Абхазии художника Старика Возга. Мы уже неоднократно приглашали вас в Абхазию. Это одно из мест, куда мы вас лично и ваш прекрасный коллектив дружно приглашаем. Завершая официальную часть юбилея телеканала, состоялась презентация сайта ГТРК ИР. Теперь не только осетинский зритель сможет следить за событиями Южной Осетии, но и любой желающий. Лана Апшилава, Роберт Ломя для событий недели. В Абхазии на этой неделе с рабочим визитом находилась большая делегация, которую возглавляли руководитель Федерального медико-биологического агентства России Владимир Уйба и помощник министра здравоохранения России Анатолий Гулин. В понедельник министр здравоохранения Республики Тамас Цахнаки принял членов российской делегации. Кроме того, состоялась поездка в республиканскую больницу. Члены делегации осмотрели помещения, в которых уже в ближайшее время планируется открытие отделения кардиохирургии, где на основе вахтенного метода будут работать российские медики. По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Игоревны Скворцовой я с коллегами приехал сегодня действительно для того, чтобы отработать с Министерством здравоохранения, с министром и дальше с президентом Абхазии, действительно проработать такую трехэтапный план оказания медицинской помощи жителям Республики Абхазии. Первый этап – это начало буквально через ближайшие 2-3 недели. Это диспансеризация, но диспансеризация не явочная, не разовая, а переходящая в консультативную работу. Все 3 этапа, они будут параллельно идти. Второй этап – это то, что мы сейчас с коллегами смотрели здесь в республиканской больнице, это открытие отделения кардиохирургии. Причем под это отделение правительством Российской Федерации предусмотрены средства, и наша задача как можно быстрее сейчас отработать здесь на площадке место для проведения проектных работ,
проведения ремонта, потому что это будет не реконструкция, это не будет капитальное строительство, это будет капитальный ремонт и инсталляция оборудования. Дальше работа будет вахтовым способом, то есть лучшие специалисты агентства из ведущих центров, в том числе центров, которые занимаются сегодня кардиохирургией, будут приезжать и работать здесь уже на долгосрочную перспективу, проводить кардиохирургические операции, в том числе и с обучением коллег. И третий этап, он тоже будет параллельный, это отвод участка, земельного участка под строительство многопрофильной больницы. Федеральной клиники, которая точно так же будет работать по вахтовому методу, то есть специалисты будут приезжать из России и будут работать, проводить прием. Там уже будет многопрофильная клиника, там будет и общая хирургия, и кардиохирургия, и травма, и поликлиническая, хороший большой диагностический поликлинический блок. Вот работа, причем на все эти три этапа нам отведен очень мало времени. Министром здравоохранения России по указанию президента России на все про все отведено год. Как отметил министр здравоохранения Томас Цахнаки, визит российской делегации можно рассматривать как продолжение достигнутых в декабре прошлого года договоренностей с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой по подготовке межправительственного соглашения о строительстве Центра неотложной помощи. В нем предусматривается ряд актуальных направлений, в том числе сердечно-сосудистая хирургия. Томас Цахнаки также отметил, что проект будущего медучреждения уже практически готов. В вопросе определения места расположения будущей клиники определяющим станет фактор равной удаленности от всех районов республики. Сердечно-сосудистая хирургия, которая является весьма актуальной для республики, поскольку основное в структуре заболеваемости именно патология сердечно-сосудистой системы, которая является основной причиной инвалидизации и смертности среди трудоспособного населения, а также являются основной причиной оттока наших пациентов за пределы республики. Поэтому мы задались целью создать подобное учреждение при поддержке Российской Федерации на территории республики. На первом этапе это будет отделение сердечно-сосудистой хирургии на базе республиканской больницы, где уже через определенное время мы сможем оказывать неотложную помощь больным с острым инфарктом миокарда, например. То есть выполнять коронарографии, стентирование коронарных артерий. На этой неделе в Абхазии также находилась делегация специалистов в области защиты растений из Краснодарского края. Представители российской компании «Альпика Агро» приехали в нашу страну, чтобы помочь решить важные вопросы, связанные с заболеваемостью сельхозкультур. Моя коллега Бела Кварчия побеседовала с министром сельского хозяйства Абхазии Амираном Какалия и членами делегации и узнала об их планах по борьбе с различными вредителями и болезнями растений. Я передаю ей слово и прощаюсь с вами. До встречи в эфире ровно через неделю. Здравствуйте. Я рада представить вам наших гостей. И первым я хочу представить министра сельского хозяйства Абхазии Амирана Георгиевича Какалия. Также у нас в гостях гендиректор компании «Альпика Агро» Сергей Кирбабин, специалист фирмы «Альпика Агро» Анна Малыхина и руководитель РУП «Араса» при Минсельхозе Абхазии Абисалом Кварчия. Приветствую вас, дорогие гости. Наша программа проходит не в привычном формате. Обычно у нас один собеседник, но на этот раз вот у нас такое большое количество гостей, и мы этому очень рады. Амиран Георгиевич, к вам первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, с чем связан визит российских специалистов в Абхазию, чем именно они будут помогать сельскому хозяйству? Здравствуйте, уважаемые телезрители, уважаемые наши гости, которые прибыли сюда. Они представляют Краснодарский край. Это связано с орехом-фундуком, в каком состоянии находится орех-фундук. На территории Республики Абхазия сегодня около 14 тысяч гектаров орехов фундука, около 10 тысяч семей
бюджет этой семьи зависит от сбора урожая ореха фундука. А орех фундук на сегодняшний день в большей части сосредоточен в восточной части Абхазии. Если конкретно говорить о цифрах, хочу сказать следующее. Более 8 тысяч гектаров находится в Галском районе, в Самарзаган. 2650 гектаров находится в Палчалском районе. Около 12 гектаров находится на территории Гудаутского района. И остальная часть в Ачимчирском, соответственно, в Гулиевском районе. И по нашей просьбе они приехали. Вот сейчас как раз мы едем с Ачимчирского района. Вчера мы запустили программу, где пилотный проект по лечению, опрыскиванию ореха фундука. Сегодня в Ачимчирском районе, в ближайшие дни по Палчалскому району. То есть работа идет уже второй день, и вот в связи с этим я бы хотела спросить руководителя российских специалистов, скажем так, Сергей Иванович, расскажите, пожалуйста, какую картину вы наблюдаете здесь в Абхазии, в каком состоянии находятся ореховые плантации? Я хочу тоже поблагодарить специалистов и Минсельхоз Абхазии за выбор нашей компании. Мы очень рады, что выбор пал именно на нас. Наша компания давно занимается сельским хозяйством, и мы оказываем различные услуги не только в защите растений, но и в питании. Имеем собственную лабораторию, штат очень квалифицированных сотрудников, поэтому и прибыли сюда посмотреть и по возможности помочь местным специалистам в производстве фундука и не только. Ну, если сказать в нескольких словах, то, конечно, в данном случае такая культура, как фундук, она требует другого уже подхода, не тот, который был раньше, да, там, когда было посеяно, там убрали и все. Сейчас уже как бы мировой опыт производства фундука, он достаточно широк и очень большой. Мы увидели, что у вас, конечно, есть очень серьезная на сегодняшний день проблема с производством этого ореха. Достаточно большой наплыв вредителей, болезней, питанием тоже достаточно серьезные проблемы, поэтому мы начали эту работу с тем, что составили минимальный на сегодняшний день проект по защите растений. Первые обработки мы начинаем вот буквально завтра-послезавтра, поэтому мы приехали для того, чтобы посмотреть, какая вода есть, как приготовление раствора, обучить людей, показать, как это сделать правильно, чтобы получить максимальный эффект от применения средств защиты растений. Мы продолжим. Я хочу сейчас спросить у вас, Абисалом, скажите, пожалуйста, вы вот до начала нашей беседы сказали, что вернулись прямо с полей. Вот сейчас вся ваша делегация пришла прямо с полей. Вот чем вы там занимались конкретно, какую работу проводили? Знаете, как нам сегодня не просто принесли, привезли лекарства и оставили. С этим лекарством приехали специалисты, которые нас обучают регламенту, как правильно применять этот препарат. Сегодня и вчера вот собрались даже наши многие опытные как бы агрономы еще советских времен, новых у нас, к сожалению, нету, у которых такой солидный опыт. Для всех у нас много новое открылось, новое, интересное. Многие вещи, казалось бы, мы тоже уже лет 18 занимаюсь этой культурой, но много чего, которого я не знал. Они с собой даже привезли мини-лабораторию передвижную, и на месте они все это продемонстрировали, показали, как правильно применять, какая температура вода. Мы даже впервые в Абхазии столкнулись с таким вопросом, что, оказывается, качество лечения зависит от жесткости воды, от ее кислотности. Там есть такой показатель, так называемый pH. От этого зависит качество лечения, как довести до того состояния, до той нормы, чтобы оно было эффективно. Я думаю, ну, такого практического, например, семинара я первый раз в жизни, я ездил и в Италии был, и в Турции был, смотрел именно вот по применению вот этих вот гербицидов. Мы в первый раз видим такой опыт, очень интересный опыт для любого производителя. Это был, все желающие имели возможность присутствовать, крестьяне, агрономы, руководители районов. Для всех это очень полезная информация. Вы понимаете, с многими компаниями мы работаем, да, но первый раз видим компанию, которая заинтересована в результате, они лишь бы продать нам
препарат, они хотят, чтобы этот препарат был применен максимально эффективно, грамотно и чтобы с хорошим результатом. Вы сказали о том, что действительно вы узнали кое-какие вещи, которые раньше не знали, хотя на протяжении долгих лет занимаетесь орехом. Могли бы вы назвать конкретно, что именно нового вы узнали? Вы знаете как? Во-первых, мы лекарства применяли, я понял одно, что по справочнику, прочитал, работать нельзя. Должен быть конкретный специалист, у которого есть опыт, который работал с этим лекарством. Это первое, что мы видим, что ко всему нужен скрупулезный научный подход. Дилетантский подход, оно всегда приводит не к тем, к ожидаемым результатам не приводит. Понимаете, страшно не знание, а страшна иллюзия знания. Когда человек думает, что он что-то знает, а фактически не знает. Вот это трагедия. Понимаете, мы первый раз мы увидели, что есть препарат, дополнительный, который применяется, что они наглядно показали опрыскиванием прямо на стендах. Если применить, есть такое понимание, что просто прилипатель, насколько эффективно он работает, прямо как пленка растягивается однослойно и так далее. Если просто применять, то эффект увеличивается почти в 2 раза. Самое главное, как нам показали наглядно, если кислотность воды не соответствует результату, то действующее вещество, он не растворяется, он идет в осадок. Понимаете, раствор становится некачественным. Опять человек может ввести себя в заблуждение. Поэтому многие, кто мог, принесли образцы воды. Я тоже принес образцы с моего источника. Один забраковали, другой рекомендовали и дали совет, как ею работать. Они даже, знаете, как за счет, от себя хотят помочь, приехать сюда, в лабораторию, и каждый регион, каждое село специфично. Состав воды везде разный, жесткость разная, pH тоже разная. Сделают анализ и дадут человеку, каждому крестьянину можно дать инструкцию, как работать с этой водой, как правильно подготавливать раствор. Это очень важно для нас. Анна, я хотела бы спросить у вас, так как вы являетесь кандидатом сельскохозяйственных наук, агрономом, специалистом фирмы, которая приехала сюда для того, чтобы изучить ситуацию с ореховыми плантациями и вообще с проблемой нашей, с вредителями, которые касаются ореха. Как вы думаете, много ли предстоит работы нашим крестьянам в этом сезоне для того, чтобы исправить ситуацию в этой сфере? Работы предстоит, конечно, много, но эта работа будет направлена, наверное, все-таки за тем, чтобы следить за ситуацией как по развитию болезни, так и по развитию вредителей, просто вовремя правильно реагировать на возникающую проблему. Каким образом все это будет происходить? Какие-то рекомендации есть уже? Рекомендации по работе или... Наверное, нужны какие-то инструкции для нашего населения, для людей, которые занимаются орехом. Как все это будет? Вы какие-то выкладки научные даете, какие-то рекомендации, как это потом будет доводиться до населения? Первое, что мы сделаем, это проведем, конечно, анализ воды у всех, кто работает с этой культурой. Мы обязательно сделаем анализ почвы на азот, фосфор, калий, на микроэлементы, которые содержатся. Начинать нужно именно с этого, с этих моментов, если мы говорим о урожае и о его качестве. А самим специалистам в хозяйствах, самим крестьянам, конечно, мы предложим с министерством проводить маршрутные обследования каждому на своем участке, чтобы вовремя выявить, какая проблема у него есть. Как это сделать? Мы, конечно, поможем, подскажем и разработаем методику, исходя из тех проблем, которые есть, будь то вредители или болезни. Вы сказали о проблеме воды, жесткости, кислотности и прочего. Почему она так важна? Ведь у нас на протяжении всей истории нашей страны выращивают орехи, и обычно, насколько я знаю, не следят за характеристиками воды. По крайней мере, не следили. Она поменялась или что-то другое изменилось? Нет, вода не поменялась, изменились требования к выращиванию, к производству культур, изменились требования и качеству, и количеству урожая. И изменились требования, подходы
к самим средствам защиты растений, с которыми нам приходится работать. Потому что сейчас меняются и погодные условия, меняются средства защиты растений. Ничего не стоит на месте. Мы сейчас видим очень много препаратов различных формуляций, с различными действующими веществами. Бывает так, что в одном препарате по нескольку действующих веществ. Нам приходится сейчас, ввиду сложных таких ситуаций, смешивать и фунгициды, и инсектициды, добавлять туда ростостимуляторы. И каждый из этих препаратов имеет свои строгие правила по применению. Если сегодня мы не будем следовать за этими правилами, не будем их изучать и придерживаться, но мы будем терять наши вложения, это первое. Ну и мы будем терять и в качестве урожая, да, в качестве, количестве урожая, а высокий уровень продукции, которую мы можем поставить на рынок, ну это прежде всего наше имя и имя наших клиентов, наверное, так. Впервые вообще в Абхазии третий год, четвертый год мы столкнулись с такой проблемой, как болезнь фундука. Такого у нас раньше не было. Природа нас баловала. Мы считали, что это самая такая культура, которая не требует ни ухода, ни подкормки. Скосил траву, собрал урожай и пошел. Наше, знаете, вот время изменилось. Климат изменился, ситуация изменилась. Вот Сергей Иванович, вы посмотрел так легко, я согласен с ним, что у вас проблемы, очаги возникновения этих проблем, говорит, запущенные хозяйства. Это самое удобное. Знаете, мы создали фермы по выращиванию всякой заразы вокруг нас, вот где запущены, заброшенные дома. И эта зараза, она тихо-тихо проглотила. Вот знаете, фактически мы в прошлом году, особенно в Ачимчирском и Тхольчарском районе, потеряли 92% урожая. Когда люди увидели, что это беда, трагедия, что с теми методами, какими мы работали, с тем подходом, что дальше надо или от этой культуры отказаться, или надо что-то другое делать, вот к нам, я думаю, вот вовремя, своевременно к нам подошли люди, которые нам не просто продали лекарства или отдали, там, которые хотят действительно, чтобы здесь был результат. Для нас это, я считаю, большая удача. У меня свое подсобное хозяйство. В прошлом году я не собрал ни 1 килограмма хрум, первый раз такое. Даже вот это есть у нас такой барбарис красный, да? Мы иногда даже для дроздей оставим. Даже это не осталось. Поэтому вроде бы дикая культура, у нее иммунитет вроде бы высокий, даже это... Вы посмотрите, как наши деревья все зеленые стоят. Вот если вы осенью где-нибудь были в деревне, все покрыто плесенью. Понимаете, грибковые заболевания, это действительно идет беда. И тут крестьянину тоже одному не справиться. Тут нужна правильная методология, правильный подбор препаратов. Понимаете, тут каждый спекулирует на ситуации, поэтому мы должны поменяться. Как конкретно вот визит специалистов российских поможет нашим производителям? Что именно будет предприниматься? Как это все будет доводиться до населения? Может, я повторяю вопрос, но хотелось бы знать, что будет дальше. Нам надо усилить структуру и систему службы защиты растений. Нам нужны специалисты, агрономы в районах. У нас по одному специалисту. Их надо увеличивать. Они должны мониторить, ходить, смотреть. У нас очень много заброшенных территорий, насаждения ореха фундука, и поэтому там создаются очень благоприятные условия для развития вот этих инфекционных заболеваний и других заболеваний. По нашей просьбе специалисты предлагают нам помощь, готовы приехать сюда, обучить наших специалистов. Если мы сегодня не предпримем очень такие резкие шаги, мы в течение 5 лет можем вообще остаться без ореха фундука. Но при этом хотелось бы отметить, что вот мы ходим, вчера были в Гальском районе, в Ачимчирском районе, завтра наши специалисты Министерства сельского хозяйства выйдут уже в Волчанский район. Со стороны производителей ореха фундука должно быть понимание, это наши рекомендации и просьбы. Потому что мы предлагаем, мы хотим помочь нашим крестьянам. И поэтому иногда мы видим, но это за редким исключением, когда люди не хотят понимать. Времена меняются, понимаете? Мы должны в ногу со временем идти. Новые современные подходы, методы, лекарственные препараты, которые предлагаются, они должны быть эффективными.
Здесь надо подсчитать актуарные расчеты. Это математика и статистика. Мы должны минимизировать затраты крестьянина. Не может государство, понимаете, постоянно закупать лекарственные препараты в виде гуманитарной помощи, раздавать крестьянину. От этого надо уходить. Нам необходимо подготовить калькуляции. 350 корней, 500 корней, 1000 корней и так далее. На каждого индивидуально надо подходить и готовить калькуляции, сколько будет стоить однократное лечение 500 корней. За этот короткий период, значит, эфирного времени мы все не можем это рассказать. Но при этом должно быть понимание. Здесь сейчас возникают такие проблемные вопросы. Уже говорят о том, что вот привезли лекарства, там раздают и так далее. Дело в том, что на сегодняшний день, и вы сами, уважаемые коллеги, увидели об этом, Беслан Алексеевич говорит о том, что многие ореховые насаждения, они обрабатываются неверно или неправильно, посажены тоже неправильно. Эти подходы, они ушли, уже канули в лето, и поэтому нам нужен совершенно другой подход. И если чисто хубдёб, хатырзкуава, ари схатуб зчала сфагатстахуб, артава аязу саре маазид, ари айлиба гарахтахуб, ацхара арахцарцахтахуб. Увисим та баси халшуал, ари пилотный проект хонизичтов басихуб, убрезахуна, ха ацхара арахтахуб, шхат гыларцахтахуб, хапхи каянай, возаги-заги, аую янхаю закайтфаго, абри заги-заги хамхизар, иштахамхар, иштахамцар, рыцхара дудзахот. Уяхшана тоги басвак гылан, вад гылан, асяку туркаладзом. Яра метод пахазуб, азнеша зензей хазуб, убрезахун хауиги харбаруб, хачхарваруб, абаси пшигу вяре, а эфир яд хуалан заги-заги захазом. И поэтому у нас очень много вопросов, очень много впереди дел. И к 2020 году мы будем оказывать со стороны Минсельхоза и наших коллег, мы подпишем еще дополнительное соглашение о сотрудничестве с этой фирмой. Кроме того, хочу сообщить нашим людям, что мы готовим проект договора в устной форме. Мы уже согласовали с Министерством сельского хозяйства по Краснодарскому краю. Сейчас находится в стадии обсуждения. Наши коллеги с Краснодарского края, с министерства уже подтвердили факт приезда в Абхазию. Здесь будем подписывать соглашение о сотрудничестве, где именно конкретно мы постараемся указать эту фирму, чтобы они оказывали нам содействие в решении поставленных задач. Нам необходимо здесь открыть лабораторию, готовы нам помочь и так далее. И кроме того, нам надо завозить. По той информации, которой я сейчас обладаю, здесь многие физические лица, индивидуальные предприниматели и другие коммерческие структуры завозят сюда лекарственные препараты. Считаю, что такой подход неверный, неправильный. Почему? Потому что мы имеем дело с крестьянином, с людьми. Препараты должны быть уже изученными, использованными на практике. Мы должны убедиться на практике, вот на примере Альпика Агро, где они проводили работы, какая эффективность, сколько процентов орехов фундука. Понимаете, сейчас даже когда мы приступили к опрыскиванию, нет необходимости лечить неплодоносящие, значит, для экономии, неплодоносящие орехи фундуки. Есть очень многие наши посадки ореха фундука, они находятся действительно в критическом состоянии. Если даже мы сегодня начнем лечить, никакой пользы не будет, потому что неправильная оформовка, то есть вот эти все весенние работы, которые проведены. То есть нам необходимо поменять образ мышления для того, чтобы крестьянские фермерские хозяйства были сохранены, чтобы они остались, чтобы они эффективно развивались. Нам надо совершенно в другом формате создавать кооперативы. 7-10 человек, они объединяются и так далее, создаются ассоциации. Эти проблемы они поднимают. Министерство сельского хозяйства, кабинет министров, другие службы, фирмы, которые занимаются. Есть у нас намерение на территории Республики Абхазия открыть лабораторию. Сейчас не хочу озвучить по нашему эфиру первые, которые мы будем завозить
делать там лекарственные препараты. Это все, еще раз хотим попросить Альпика Агро, чтобы они завесили за свой счет. Наверное, у нас есть бизнесмены, которые примут в этом тоже участие. И крестьянин должен получить, и он должен сам себя обеспечить к 2020 году. Каковы самые основные рекомендации нашим крестьянам? Как вы думаете, необходимо перестроить работу для того, чтобы как-то наши ореховые насаждения, нашу ореховую отрасль поднять? Говорят о концептуальных изменениях, я так понимаю. Вот вам нужно действительно изменить концепцию производства сельскохозяйственного у вас. Невозможно будет решить каким-то одним препаратом или какой-то одной рекомендацией всю проблему. Она у вас находится в очень глубоко уже зашла вот проблема, да, потому что нужна целая программа поддержки ореховодства, если мы сейчас говорим о орехе. Да. Здесь первое и самое главное, на наш взгляд, это обучение людей. Обучение людей – это подбор специалистов, которые должны быть в каждом районе. У вас очень дроблено, понимаете, допустим, в Краснодаре проще, или там в других местах. Хозяйство, фермер имеет 1000, там 1500 земли, это фермер. Либо крупное хозяйство, где там 30 000 земли. Это все более-менее контролируется, там есть специалисты, которые смотрят, выезжают в поле. Кроме этих специалистов, целая служба защиты растений в каждом районе сидит 3-4 человека. А там же станции химизации, агрохимики, все это как бы работает единым механизмом. Каждый год там, вот мы, допустим, проводим совещания, таких практических семинаров, учеб каждую неделю практически по какой-то одной или другой теме. Приглашаем наших специалистов, профессоров, мы учим людей. Самая главная проблема, которая у вас, это слабое знание вот тех, кто работает в поле. У вас же это все раздроблено по маленьким площадям. То есть те, кто работает по старинке, они уже эти методы устарели, они знают, и никак что все уже давно мир ушел, и так, это. как работали деды наши, там, прадеды, это уже работать не будет никогда. Надо понять еще раз, что специфика республики – это небольшие хозяйства. Мое мнение, это кооперативное движение. Это мировой опыт, ничего там такого нет. В России существует там целая программа поддержки кооперации, это, это куда вкладываются огромные деньги для этого. Но у нас там сложнее с этим. Для вас это, я считаю, самое главное. И изменение мышления человека. Вот то, о чем это надо проводить семинары, нужно обучать, показать практики, когда на работе. Когда ты своими глазами увидел там клеща или там болезнь какую, ты понимаешь, что надо есть, ты тогда понимаешь важность этого дела. А если кто-то где-то сказал, где-то кому-то чего-то пообещали, все начинают так работать, не будет этого. А тем более ваша республика, она ведь 33 года я назад был здесь, это был рай. Тогда, по крайней мере, моими молодыми глазами студента 3-го курса факультета защиты растений. Сейчас мы здесь для того, чтобы помочь вам, насколько это будет в наших силах, вернуть ту красоту, ту прекрасную землю к этому. Но здесь нужна программа совместная Минсельхоза, программа, которая будет разработана долгосрочная. Я не скажу, что это решится завтра или послезавтра. Это решится в течение, 5-летней нужно программу сделать, и тогда, может быть, в этой студии мы это посмотрим. А сейчас очень много работы. Нужно изменить структуру ведения сельского хозяйства. Да? Вот я в этой связи хочу спросить у вас, Сергей Иванович говорил о необходимости создания вот таких кооперативных хозяйств. Насколько это возможно у нас? Вы знаете, Сергей Иванович, я благодарен за то, что он владеет, человек опытный, это как бы не его специфика. Я вот этим занимаюсь уже 3 года. Вы понимаете, люди не могут, они или не доверяют, или они видят какой-то подвох, или боятся попасть в какую-то зависимость. Я всем хожу по селам, просто от себя, показываю, как правильно надо формировать, как это, у нас немножко упрощенный подход. Понимаете, мы говорим, пока мы не объединимся и не будем общаться, не будем делиться проблемами, у нас результата не будет. Вот сегодня, знаете, с какой проблемой мы столкнулись? Мы ходили, что там скрывать, там группа людей, просили министра сельского хозяйства, он обратился к правительству помочь. Нам задали вопрос, сколько вам надо. Мы посмотрели, кто обработал, вы понимаете, без правильной агротехники
ни одно лечение не даст эффекта. Все начинается с агротехники. Земля, вот правильно говорит, что нам нужно, мы даже анализ почвы не знаем. Мы просто применяем селитру традиционно и окисляем почву. Что мы делаем, мы сами не знаем. Мы делаем все. Понимаете, мы не изучены, мы знаем зарубежный подход другой. Видите, климат изменился, ситуация, если мы хотим эту культуру сохранить, мы тоже должны измениться. Если мы не будем управлять переменами, то перемены будут управлять нами. Наша задача вот сейчас, да, вот в селах мы никак не можем, чтобы объединить. Люди не знают, сколько у них, вот скажем, в каком-то селе, сколько посажено, сколько подготовлено. Когда сейчас завезли лекарства завезли в расчете на тех, кто подготовил свои сады. Сейчас все хотят лекарства, и кто подготовил, и кто не подготовил. Кто не подготовил, это просто, понимаете, это просто потраченные деньги. Никакого эффекта там не будет. Потому что есть по ним подход, как чтобы решить, если у вас возникла проблема с организмом из-за того, что вы не соблюдаете диету, и вам диетолог рекомендует принимать, если вы будете питаться, как питались, ничего не изменит. То, что вам дали в рекомендацию, что это дает. Поэтому есть сложности, понимаете, есть какие-то провокационные моменты. Я просто хочу вот, по-абхазски обратиться к людям, сказать, что «Ахуш, ари мулаш удзем». Эвни нага ништа удзет, хана уса удзом. Ари ухы шаур хоша удырва зороп, и шазнейша удырва зороп, адзилы рынт, яху утет, акагюнат адзом. Вот провели 2 дня, это работа большая, понимаете, практических семинаров. Показали начальникам сельхозуправления, показали агрономам, показали специалистам района, как готовится сначала баковую смесь, чтобы сначала делается маточный раствор. Я тоже это не знал. Первый раз увидел, что маточный раствор готовится, это должна быть вода определенной температуры. Температура должна быть не ниже 24 градуса. Если ниже, то некоторые не работают, понимаете. Потом уже залит в общий раствор. Это вроде бы нюансы, а вот, как говорится, черт кроется в нюансах. Если что-то упустить, эффекта не будет, потом опять будут обвинять кого-то. Вот привезли нам лекарство, которое сегодня привезли, я еще раз вам говорю, вот я могу заявить, что одно из передовых препаратов, современные препараты, к ним нужен современный подход. Что это за препараты, могли бы вы рассказать? Это, сегодня мы работаем медсодержащий препарат, там две действующие вещества, медсодержащие лечебного действия, контактного действия, которые работают по целой группе болезней, включая бактериозные. Это то, о чем как бы, на первой фазе развития фундука нужно защитить. Дальше там будут другие продукты, уже более другого направленности. На грибок действует это? Ну, конечно, действует. У каждого лекарства есть свое назначение. Если что, как и у человека, если болит голова, имодиум не поможет. Сколько этого препарата? Я извиняюсь, знаете, тут какой момент, да. За что мы благодарны этой компании. С учетом нашей возможности, вот именно подобрана такая последовательность препаратов, чтобы довести методику лечить до 3 раз, максимально минимизировать издержки. Я считаю, это большая помощь для нас сегодня. Есть, например, такой подбор лекарств, если все у нас растется, да, в начале мая, в конце апреля мы одной баковой смесью вот, мы можем вылечить одновременно 4 болезни. Надо готовить специалистов для каждого региона. В каждом селе сегодня должен быть свой агроном. Он должен знать ситуацию. Я сегодня понимаю, ситуация... здесь нужно уже идти, видимо, сверху, да, когда меняется сама структура управления вот этими Все плантациями, правильно. сельским хозяйством, вообще в принципе. То есть вот вы уже говорили о кооперативных хозяйствах, может быть, вот как к этому, вот скажем так, к такой перестройке достаточно глобальной, да, масштабной можно приступить, и когда, насколько быстро это удастся Это просто сделать? делается. Вот смотрите, любое село возьмем, там Тхина, Челов, Пакваш. Люди, которые доверяют или близко друг к другу находятся, они объединяются в группу. 10-15 человек. Вот я ходил, агитировал, да, за эти кооперативы. В одном селе Пакваш, значит, там 7 человек, и столько же в одном селе все, которые сказали, у нас сегодня, условно говоря, пришли сегодня, говорят, у нас 50 тысяч кустов. Все, мы знаем, что 50 тысяч и что для 50 тысяч делать. А когда ты не знаешь, сколько кустов, вот дайте нам на село Тхина 300 килограмм. Почему 300, может 250? Никто не знает, сколько кустов, сколько обработано, сколько сделано. Все хотят получить лекарства, но они не готовы.
Понимаете? А когда мы озвучивали об этой проблеме, заранее говорили, что надо готовить. Вы знаете как, я не просто... Я начал готовить свои плантации в начале октября. С октября месяца, вот только вчера мы завершили формирование, вот сейчас только убираем ветки, завтра вот сейчас дожди будут, после дождя сразу начнем лечить. Мы уже 4 месяца работаем на наших участках, чтобы подготовиться к лечению. Вы говорите о том, вот вы в частности говорили о том, что очень много есть у нас заброшенных вот таких участков, плантаций, да, где никакая обработка не ведется, просто там, если есть что-то соберут, если нет, оставляют. Что будут делать с этими участками? Пока эта опасность есть, мы будем защищаться. Другого пути нет. Может, какой-нибудь хозяин появится или кто-то срубит, я не знаю, там сожгет или что-то. Ну, фундук фактически неуничтожаемое растение. Сколько бы ты ни сжигал, он самовосстанавливается. Это самое такое устойчивое растение. Поэтому эта проблема есть, но мы будем все, что делать? Будем защищаться. Твой сосед не сделал, ты сделал, страдать будешь от него, за него тоже. Да, ты соберешь лучший урожай, он это увидит, что у тебя успех есть. Может быть, он тоже завтра начнет делать. Вот так, что делать нам? Знаете как? А успеете что-то в этом году или уже поздно? Вы Мы говорите, в этом что... году начали, только еще пока ничего не поздно. Мы вовремя чуть-чуть опаздываем, чуть-чуть, но это чуть-чуть. Что делать? Это от погоды зависит. Если весь регламент мы будем выдерживать, идти, да, последовательно, но мы будем иметь какой-то, посмотрим, это пилотный проект. Стопроцентную гарантию никто не даст. Но чем ничего не делать, я думаю, мы посмотрим, вот по рекомендации специалистов, в принципе, я им доверяю, я по их рекомендации буду работать в своих садах. Вот те плантации, которые существуют, насколько они эффективны, жизнеспособны, насколько они могут приносить урожай? Как вы считаете, насколько они нуждаются в обновлении? Конечно, нужно поднимать уровень агротехники. На самом деле нужно просто трудиться. Трудиться, наверное, в разы больше, чем трудились до этого, потому что нам показывали обрезку, этого не делается. Поэтому кажутся плантации, что они заброшены. Не чистится междурядье, не убирается лишний сорняк. Но нет вот этих агротехнических основных мероприятий, которые нужны, чтобы плантация была самодостаточной и выглядела как интенсивный сад. Потому что орех это тот же сад, как яблони, сливы, где проводятся такие же агротехнические мероприятия. Это тоже проводится больше по мере вручную. Это большой труд. Я добавлю, что принцип какой? Тех садов, которые, или там насаждений, которые надо уничтожить, их еще попробую уничтожить. Нет, просто нужно труд каждого человека, у кого есть этот сад, выйти, взять вместо топора, может быть, пилу, там, посмотреть, поучиться, как правильно обрезать. Да, в этом году, может, вы ничего не получите, но 2-3 года вы сформируете хотя бы часть этих насаждений, введете опять в производство, получите там хороший урожай. Только нужно, опять же повторяю, это знание и труд. И даже не столько денег, которых всегда не хватает, сколько действительно труда, обыкновенного труда, понимания, ручного труда. Все, что находится в заброшенном состоянии, это ничего сейчас не сделаешь, ручной труд. Восстановить его надо. Вырезать лишнее, убрать и потихонечку восстановить. К сожалению, я вот официально вам могу заявить, 99% садов в Абхазии нигде не соблюдается правильная агротехника. Думаю, чем больше веток, да, тем больше урожая. Наоборот, урожай получается ущемленный. Очень много кустов, да, вот сам куст, много там как раз создается благоприятные микроусловия для развития всех заболеваний. Самое, вот мы всем говорим, самое главное условие, да, это освещенность и проветриваемость. Чем больше вот сгущают, некоторые специально затеняют, чтобы траву не косить, они усугубляют ситуацию. Мы до чего сегодня дошли? Вы понимаете, 40% механизирование невозможно обработать, потому что люди сомкнули свои ряды настолько, они думают, чем больше деревьев тем больше урожая получит. Там техника вручную это невозможно. Очень много проблем. Проблем действительно это должна быть, знаете, программа по развитию, которая может быть через 2, 3, 4 года придет
результат, если мы будем идти к этому последовательно. А если пустить его на самотек, ну, мы будем только все время жаловаться, ай, как нам плохо, как нам... Никакой самый замечательный препарат не решит проблему, если там нет формирования. С любым растением его сначала надо, возьмем там деревья, да, сформировать, накормить, и тогда только полечить. И почистить. Почистить все остальное, да, там сделать агротехнику. Если мы не делаем первых два, третий — это очень большие деньги и очень слабая эффективность, которую не достигнешь. Это просто неправильное использование вложений. Благодарю вас за интервью, за эту беседу, за информацию интересную. Я надеюсь, что к ней прислушаются. И надеюсь, как и наши структуры помогут крестьянам, так и крестьяне помогут нашим структурам. И, естественно, спасибо большое российским специалистам, которые приехали сюда для того, чтобы дать свои ценные рекомендации. Я думаю, что к ним обязательно прислушаются. Всего вам доброго, хорошего всем урожая. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо.